Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Туркмены платят десятки тысяч долларов и отдают детей в чужие семьи ради ашхабадской прописки, которая в Туркменистане значит настолько много, что люди готовы отдавать за нее тысячи и даже десятки тысяч долларов. Более того, они готовы передать своего ребенка в чужую семью, но при этом никаких гарантий у таких сделок нет. Яркое свидетельство тому – история эмигранта Касыма Куджикова. Он также заплатил за усыновление своего ребенка, но это ни к чему, кроме потери денег и нервных клеток, не привело, к тому же он нажил врагов. Прописку в Ашхабаде получить непросто, даже если теоретически у вас есть деньги на покупку столичной недвижимости. Между тем, только прописка способна открыть доступ детей к учебе в столичных школах и к более-менее приличной работе, а также иным благам. В документах официально прописано преимущественное право столичных жителей при приеме на работу. Жители вилаята, приехавшего в Ашхабад, легко могут остановить патрульные и спросить, с какой целью он прибыл и как надолго. Полицейские предупреждают, что просто так, без каких-либо уважительных причин, погулять по столице можно не более 3 дней. Порой по отмашке сверху на приезжих проводят настоящие облавы, проверяя документы на улицах и в ресторанах. Условия жизни в Туркменистане не из легких. Тяжело найти работу, позволяющую обеспечивать семью. Качество коммунальных услуг оставляет желать лучшего. В магазинах доступны далеко не все продукты. Многие из этих проблем в Ашхабаде не так остры, как в вилаятах. Не все столичные жители успешны и богаты, но все же именно там проживает узкая прослойка граждан, которые не ищут возможности накормить детей лимитированным количеством серой пайковой муки, а придирчиво выбирают для себя модели роботов-пылесосов и мастеров подтяжки лица. Нельзя сказать, чтобы Ашхабад был полностью закрыт для провинциалов. Талантливый и умный человек всегда может пробиться в столицу, хотя, конечно, не без денег и связей. Но все же это трудная задача, для решения которой люди порой изыскивают удивительные пути, такие как устройство детей в столичные семьи. Родители передают ребенка чужим людям, как щенка или барана, и сознательно разрывают всякую юридическую связь с ним, лишь бы преподнести ему в подарок статус ашхабадца. Но далеко не всегда дело идет гладко, о чем ярко свидетельствует ниже следующая история. Уроженец Марыйского вилаята Касым Куджиков в 1989 году поехал учиться в Россию, а после распада СССР получил российское гражданство. Спустя 10 лет он вернулся на родину и сошелся с женщиной, назовем ее инициалами ГК. В ЗАГС пара не пошла, брак был заключен согласно религиозному обряду Ника, иначе Куджикову, как любому иностранцу, пришлось бы заплатить большой взнос в фонд правительства Туркменистана. В 2009 году у пары родился сын. Куджиков официально не был вписан в свидетельство о рождении. Позднее пара рассталась. Куджиков уехал сначала в Россию, а затем в США. Власти Туркменистана, как во многих подобных случаях, способствовали максимальному разрыву связей с родиной. В 2017 году Касыма не впустили в страну на похороны отца, а в 2019 на похороны матери. Тем не менее, мужчина все это время помогает своей бывшей жене растить их общего сына. Так, он купил им квартиру в Мары, но в 2016 году у ГК, работающей в торговле, возникают некоторые проблемы. Чтобы погасить ущерб, она продает квартиру. В итоге Касым вновь помогает ей с жильем, с тех пор ГК живет вообще без всякой прописки, а это в условиях Туркменистана достаточно неприятно. Мальчик тем временем растет, и отец думает, как устроить его судьбу. Ко всему прочему, юноша не отличается крепким здоровьем. Ему было бы полезно уехать в Ашхабад, где климат мягче, а уровень медицины выше. В январе 23 года Куджиков в США познакомился с бывшим туркменским военным атташе, назовем его инициалами ГО, который после службы в одной из азиатских стран вернулся на родину, а затем перебрался в США. С ним случилась неприятность. Его родственник, у которого он жил в Нью-Йорке, выгнал его на улицу. Общий знакомый сказал Куджикову, мол, хороший человек, остался без крыши над головой. Куджиков, снимающий жилье с другим туркменом в Филадельфии, предложил ГО приехать и временно поселиться у них. Куджиков рассказывает, тогда я уже нашел ашхабадцев, готовых усыновить моего сына за 15 тысяч долларов. Но тут вмешался мой новый сосед. Он заявил, что его жена, сотрудница одного из министерств, сделает это за 6 тысяч. Я не хотел экономить и был готов отдать им все 15, которые уже выделил на это дело, лишь бы все сделали хорошо и по-честному, конец цитаты. В Туркменистане передача ребенка в другую семью происходит на удивление просто. Бывшая супруга Куджикова написала расписку, что отказывается от сына и не возражает против его усыновления женой ГО. Мальчику выдали новое свидетельство о рождении, поменяв не только фамилию, но даже место рождения. Уже в марте,
Спустя всего 2 месяца после знакомства родного отца с приемным, он переехал в Ашхабад и пошел там в школу, бассейн, на курсы английского языка. Вскоре между Куджиковым и приемной семьей начались разногласия. Для начала выяснилось, что $6000 – это цена за маленького ребенка, а сыну Касыма скоро уже получать паспорт. Из-за этого с отца потребовали еще денег, а потом еще и еще. В итоге, как он утверждает, чиновнице в Ашхабад было переслано в общей сложности $35 000, а еще 10 000 он отдал лично ГО. Кроме того, Куджиков дарил младшему из 2 сыновей, ГО, точно такие же подарки, как и своему ребенку. Обувь для обоих, телефоны для обоих. Однажды он подарил iPhone и старшему сыну чиновницы, о котором речь ниже. Вторая проблема состояла в том, что мальчику в новой семье не нравилось. Родная мать воспитывала его мягко, защищая даже от телефонных нотаций отца. А в семье ГО к детям относятся строго. Куджиков просил, чтобы в случае конфликтов новые родственники звонили ему либо его бывшей жене, но не трогали ребенка. Последней каплей в июле 23 года стал конфликт из-за чая. Приемная мать велела мальчику заварить чай. Тот поставил чайник, но пока тот закипал, отвлекся и забыл про требования. В итоге старший сын женщины побил его. После этого Куджиков предложил новую схему. Он решил снять сыну квартиру, где бы тот жил отдельно, возможно, со своей родной матерью или с кем-то из родственников отца. В будущем, после получения паспорта, Куджиков все равно собирался подарить сыну жилье и сделать его настоящим ашхабадцем. Надо было лишь дотянуть до того времени. Но усыновительница на эту схему не согласилась. Цитата. «ГО при свидетелях заявил, что тогда я должен буду платить им с женой по $500 в месяц за использование их фамилии и документов. Даже тут, в Америке, можно снимать комнату за $300, а они хотят почти вдвое больше, буквально ни за что. Тогда ГО сказал, что я должен буду передавать им хотя бы по $50 в месяц на взятку органам опеки. В итоге в августе ГО без каких-либо объяснений собрал вещи и уехал из съемного жилья Куджикова. При этом, как утверждает наш собеседник, он остался должен Куджикову $10 000. Уже спустя время, по словам Касыма, когда он спросил ГО насчет долга, тот ответил, что эти деньги пойдут на выписку его сына. 2 октября сын Касыма с родной матерью все-таки переехали на съемную квартиру в Ашхабаде. А в январе этого года до бывшей жены Куджикова дошло решение Капитдакского этрабского суда Ашхабада, принятое еще 16 октября прошлого года. Как оказалось, приемная мать подала иск, в котором говорилось, что юноша якобы практически не жил у нее, а все время убегал к родной матери и к тому же пропускал школу. Она попросила признать усыновление недействительным, и это требование было удовлетворено. Вместе с решением суда родной матери ребенка передали новое, уже 3-е по счету, свидетельство о рождении. Касым возмущается, как мог 15-летний подросток убегать из Ашхабада в Мары. Если бы так было, то почему приемная мать не обращалась в полицию, в органы опеки? Все это ложь. Мальчик безвылазно жил у них с марта по октябрь, есть куча фотографий, подтверждающих это, и только в августе он ненадолго уехал к маме. Тогда он и пожаловался ей на июльское избиение. В итоге подросток с родной матерью остались в столице на птичьих правах. Сейчас он по инерции еще ходит в школу, но, скорее всего, в следующий класс его не переведут. Приемная мать знакома со всеми учителями и руководителями в этой школе, и, конечно, там все уже в курсе, что мальчик больше не прописан в Ашхабаде. Куджиков поинтересовался у ГО и его супруги, не хотят ли они вернуть ему $45 000. Как оказалось, нет, не хотят. Несостоявшаяся приемная мать утверждает, что вообще не брала себе ничего, а всю сумму потратила на взятки органам опеки, Хакимлику, ЗАГСу, правоохранительным органам. В частности, 2500 были уплачены завучу за то, чтобы мальчика зачислили в одну из элитных столичных школ. Отсудить деньги не представляется возможным. Естественно, вся эта схема совершенно нелегальна, и чеки никто никому не давал. Более того, Куджиков в связи с похоронами родителей уже убедился, что визу в Туркменистан он не получит, а значит, не может приехать и вступить в борьбу непосредственно. По словам Куджикова, история с его сыном не единственный подобный опыт жены ГО. Она сама говорила, что уже сделала ашхабадцами 2 мальчиков, в том числе того, чей отец являлся гражданином Афганистана. Правда, сама она их не усыновляла, а помогла по известной схеме знакомым. О дальнейших судьбах этих детей ничего не известно. Редакция Turkmen News попыталась получить комментарий от усыновительницы в Ашхабаде, но та бросила трубку, едва услышав, кто и по какому поводу ей звонит. Мы связались и с ГО, чтобы узнать его позицию. Однако тот сказал, что Касым Куджиков может подать на него в суд в США, если считает, что его обманули.
Данная история выглядит неоднозначной, трудно разобраться, на чьей стороне больше правды. Хотя приемная мать и отказалась с нами говорить, но ее в чем-то тоже можно понять. Воспитание подростка – сложная задача. Люди порой не справляются даже с родными детьми, а не то что с принятыми в семью за деньги. Идея отца поселить мальчика отдельно также не выглядит удачной, ведь именно приемной матери пришлось бы отвечать перед законом, если бы он что-то натворил, либо с ним что-нибудь случилось. Наверное, в такой ситуации отказ от усыновления и правда был разумным решением. Что же касается денег, трудно поверить, что женщина совсем уж обделила себя и не получила с этой схемы ничего. Но все же очевидно, что взяток ей действительно пришлось давать много, и ей этих денег никто не вернет. Но мы все же решили опубликовать этот материал, потому что он ярко отражает жизнь современного Туркменистана: тотальная коррупция, бюрократия и отсутствие жизненных перспектив везде, кроме Ашхабада. И люди внутри страны, и иммигранты за границей погрязли в хитрых полулегальных схемах. Они изо всех сил пытаются чем-то помогать друг другу, но при этом легко ссорятся и срываются, копят взаимные претензии, становятся яростными врагами. В этих условиях растут дети и подростки, с юных лет впитывая нездоровую атмосферу, приучаясь подкупать и обманывать. У вас есть интересная новость, и вы хотите ею поделиться? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.